Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях понедельника, 14 марта, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Жиганском и Эвенкийском национальном наследии выбрали главу, кто будет руководить наследием. После длительного перерыва, связанного с ограничениями, кассы «Энергосбыт» возвращаются в обычный режим работы. Расскажем, где можно оплатить электроэнергию. Повод для гордости. Некоторые предприниматели вышли за границы родного края. К столетию якутской автономии они подготовили свои уникальные товары. Тройное счастье. В год матери в Национальном центре медицины в торжественной обстановке выписали тройню. И жаркие баталии на Ленском паркете. В Ленске завершился чемпионат республики по мини-футболу. Сборная какого района стала сильнейшей? Турция не будет присоединяться к санкциям стран Запада против России из-за специальной операции на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталии. Он подчеркнул, что санкции не решат проблему. Закрыть воздушное пространство Турция не может в соответствии с конвенцией Монтрео. 7 жителей Якутии, находящихся на территории Украины, выразили желание вернуться в регион при стабилизации обстановки. Так, одна гражданка России находится во Львове. Супружеская пара, муж россиянин и жена украинка, находятся в пригороде Крапивницкого Кривоградской области. Еще 2 граждан, пенсионеры, пребывают в городе Жмеринки в Винницкой области. Один уроженец Украины, работающий в Якутии вахтовым методом последние 8 лет, вернулся в Каховку Херсонской области, чтобы получить документы для оформления российского гражданства. В городе Марганец Днепропетровской области находится женщина из Якутии, которая поехала ухаживать за больным родственником. Кроме этого, сообщается о семье, с которой родственники потеряли связь. Между тем, Россия возвращает авиасообщения с Китаем и Индонезией. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в конце февраля. Пока что решение носит технический характер. Ни одна авиакомпания не сообщала о планах по открытию рейсов между странами. Авиакомпании России, Китая и Индонезии смогут совершать каждая по 3 полета между странами. Так, открыты для авиакомпании воздушные линии Москва-Денпасар с частотой 3 рейса в неделю. Переносимся в Якутию. С 1 апреля начнется поэтапное снижение грузоподъемности ледовых переправ и автозимников федерального и регионального значения. Об этом сообщает Минтранс. Министерство настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. Ледовые переправы и автозимники центральных районов будут закрыты ориентировочно 10-15 апреля. В арктических и северных районах закрытие ожидается с 20 по 25 апреля. В Жиганском и Эвенкийском национальном наследии выбрали главу. Явка составила почти 35%. Всего в выборах участвовали 3 кандидата, в том числе 1 самовыдвиженец. Таким образом, главой Жиганского и Эвенкийского национального наследия избран Портнягин Степан Семенович, представитель партии «Единая Россия». Он набрал почти 79% голосов. Выборы прошли в обстановке гласности и открытости. На избирательных участках за ходом голосования следили наблюдатели от Общественной палаты республики. Жалоб и нарушений не зафиксировано. Тем временем Тимур Ханды назначен министром предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Соответствующий указ подписал глава Айсан Николаев. Ханды Тимур Юрьевич ранее работал генеральным директором компании РС Юнитрейд, был индивидуальным предпринимателем, работал и замминистра экономики Якутии. Далее к эпидобстановке. 415 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, из них в Якутске 96 заболевших. В Мирнинском районе 43, в Меганокангаласском 39, в Алданском 36, в Вилюйском 20 случаев. В Нерюнгринском и Сунтарском районах по 14 случаев заражения. Еще в 19 районах заболели ковидом от 2 до 13 человек. За последние сутки госпитализировано 28 человек. В стационарах получают лечение 11,5% больных. В амбулаторных условиях 88%. Выздоровели 524 человека.
Наши больницы возвращаются к плановой помощи, свернуты практически все стационары, кроме стационаров экстренной помощи и стационара специализированной Якутской республиканской клинической больницы. Сейчас мы возвращаемся и делаем упор на позицию тогда, когда основную нагрузку на себе понесет Якутская республиканская клиническая больница. Соответственно, поликлиники будут возвращаться в режим плановой помощи. Кроме того, в марте в районах Якутии будут работать врачи республиканских больниц. Связано это также со стабильной эпидситуацией по коронавирусу. Таким образом, возобновили выезды мобильных бригад республиканских врачей узкого профиля в районы. Например, сегодня в Овено-Бытантайский Улус вылетела бригада педиатров республиканской больницы номер 1. Бригада ведущих специалистов педиатрического центра будет работать в Оленёкском и Венкийском национальном районе. После длительного перерыва, связанного с ограничениями, кассы «Энергосбыт» по приему платежей возвращаются в обычный режим работы. Как и где можно оплатить электроэнергию, расскажет Александр Хавренко. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике постепенно стабилизируется, и многие предприятия переходят на привычный режим работы. В начале этой недели свою работу с клиентами возобновили кассы по приему платежей «Энергосбыт». С понедельника открыты 7 из 13 пунктов приема платежей. В ближайшие дни откроются и все оставшиеся. Работает Центр обслуживания потребителей на Федора Попова, 21. Он работает тоже по своему обычному графику, и также у нас там реализована возможность предварительной записи на обслуживание. Запись возможна как для приема платежей, так и для заключения договора и для подачи заявки на техническое обслуживание. И записаться можно за 21 рабочий день. У нас работают мобильные выездные кассы. Они работают в Табаге, в Тулагино, в Кангаласах и в Магане. Графики работы этих касс мы публикуем на сайте ПАО-ДЭК, и также там можно найти режим работы наших других пунктов приема платежей. Но для того, чтобы оплатить электроэнергию или подать заявку на подключение, вовсе не обязательно идти в кассу или центр обслуживания потребителей. Для этого можно воспользоваться электронными сервисами предприятия. Прежде всего, наш сайт. Мы отсылаем потребителей и на сайт Якутскэнерго, и на сайт Дальневосточной энергетической компании Республики Саха-Якутия Якутскэнергосбыт. Как и на одном, и на другом сайте можно зарегистрироваться в личном кабинете. В личном кабинете можно передавать показания приборов учета, отслеживать историю начислений и, что немаловажно, оплачивать без комиссии. В этом случае средства сразу же зачисляются на ваш лицевой счет, а на вашу электронную почту приходит электронный кассовый чек. Кроме этого, в личном кабинете можно подписаться на электронный платежный документ. Это особенно удобно тем, что этот документ никогда не потеряется, он всегда будет у вас под рукой. Если вы все же решите оплатить услуги через кассу, то пока не стоит забывать о средствах защиты, масках и перчатках. В некоторых пунктах приема платежей, как сообщают работники Энергосбыта, после длительного простоя возможны сбои средств электронной регистрации. Поэтому операторы могут вести прием в порядке живой очереди. А также в связи с ограничениями работ некоторых платежных систем стоит с собой взять пластиковую банковскую карту или наличные деньги. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. Идем далее. В Нерюнгри с февраля ведут работы по механизированной снегоочистке дорог. Основной объем работ уже выполнен, и большинство улиц города очищены от снега. Но дорожные службы не намерены расслабляться. Зимний период самый сложный для специалистов, обслуживающих дорогу. И несмотря на то, что по календарю уже наступила весна, снегоочистные работы будут продолжаться по мере необходимости. Кроме механизированной очистки проезжей части, тротуаров и внутриквартальных проездов, распределяют противогололедные материалы и вывозят снег в специализированные места складирования. В работах заняты более 10 технических средств. Погрузчики, грейдера, самосвалы для вывоза снега, также маленькие бобкеты, это для очистки внутриквартальных проездов. У нас два подрядчика по автомобильным дорогам. У нас акционерное общество «Дорожник», по внутриквартальным проездам ООО «Трансплюс». Ежедневно специалисты производят объезды по городу и распределяют технику на очистку. Якутия прежде всего известна как край суровых морозов, а также славится своей природой и таежными лесами. Но есть в республике и другие поводы для гордости – предприниматели, деятельность которых вышла за границы родного края. К столетию якутской автономии они подготовили свои уникальные товары. Подробности у Валерии Наумовой.
Эксклюзивной продукцией местные товаропроизводители делают свой вклад в мероприятие к грядущему празднованию столетия образования якутской автономии. Например, компания «Саха-чай» представляет линейку продукции, ориентированную не только на регионального, но и федерального потребителя. А к столетию ЯССР «Саха-чай» выпускает отдельную брендированную линейку товаров со специально разработанным дизайном. Вот, например, мы вот так создали набор. И тут полностью все, что здесь находится, это все полностью наше местное. Конечно, наш чай, местный шоколад, который здесь полностью делается с использованием наших местных ягод. Наш мед, варенье брусничное. И также мы положили, например, вот чай укту. Это вот знак, чтобы пробудились именно национальный дух, культурное наследие, именно вот в знак воссоединения, вообще именно в знак столетия СССР. Все предприниматели отмечают важность юбилейной даты. Столетие образования Якутской автономной республики станет крупным национальным, духовным и политическим событием. Наши великие сыны нашего народа, они в этот день, в этот год основали 100 лет назад нашу автономию, нашу автономную республику, где мы стали свободной республикой, имеющей свою конституцию, свои законы. И это, я считаю, самое важное мероприятие, самый важный юбилей для нашей республики. И мы должны это помнить, и наше подрастающее поколение об этом должно помнить. И для этого мы сегодня работаем, чтобы у нас имелась продукция компании, да, на тему столетия образования Якутской АССР. Среди производителей республиканской продукции есть и мастера, которые к знаменательной дате представили авторские сувениры. Компания, специализирующаяся на уникальных украшениях Golden Code, представила комплект, состоящий из серебряного значка и открытки. Наш коллекционный знак, а это серебро, значок серебра 925 пробы с видеооткрыткой, будет хорошим подарком для всех жителей республики, особенно для тружеников Якутской социалистической республики. Нам досталось большое наследие, которое мы должны продолжить и передать молодому поколению. Помимо нашего серебряного значка, можно приобрести подарок видеооткрытку и навести камерой на открытку, и можно посмотреть уникальное видео про нашу республику. Стоит отметить, что брендированная продукция имеет большой спрос среди населения. Так, рекламно-издательский центр начал принимать заказы на изготовление продукции, посвященной столетию образования ЯССР, с августа прошлого года. Так, для информирования каждого жителя республики о праздновании столетия образования Якутской ССР был выпущен брендбук, цель которого – распространение информации об этой знаменательной дате. В праздновании столетия образования Якутской ССР наша компания по заказу изготовила сувенирную, печатную продукцию, наружную рекламу, а также нагрудные значки. Таким образом, каждый предприниматель старается внести свой вклад в празднование образования якутской автономии, который состоится уже совсем скоро. Валерия Наумова, Григорий Охлопков, Якутск. А лучшая мама-предприниматель получит грант на развитие собственного дела. В столице республики стартовал 5-дневный курс федерального образовательного проекта на базе центра «Мой бизнес» при Минпреде. Финальный бизнес-проект участниц определит лучшую, которая получит грант от фонда «В ответе за будущее» в размере 100 тысяч рублей. В течение 5 дней 35 женщин получат знания и навыки по ведению бизнеса. Всего на участие в программе было подано 99 заявок, что указывает на рост интереса в предпринимательской деятельности среди женщин. В год матери, объявленной главой республики Айсеном Николаевым в Национальном центре медицины в торжественной обстановке, выписали тройню. 3 девочки у семьи Александра и Виктории Авдышевых из Алайховского улуса родились в конце прошлого года с весом 1 килограмм. Благодаря квалифицированным врачам и современному оборудованию девочек успешно выходили. И сегодня счастливая семья отправилась домой. Подробности в материале Ульяны Шагиной.
Это первые дети Виктории и Александра Авдышевых, да еще и сразу тройня. Родились малыши на 29-й неделе путем кесарево сечения и весили от 1130 до 970 граммов. Благодаря профессиональному уходу и чуткому отношению врачей сегодня тройняшки уже подросли и весят более 3 килограммов. Для родителей это самый эмоциональный момент. Поддержка родных очень важна в это время. Поддерживали 24/7. Моя мама, мои родные, мой муж, самый близкий человек. Вот вспоминаю, даже вот слезы уже наворачиваются. На второй этап выхаживания девочек перевели уже на 2-й неделе после рождения. Это значит, тройняшек удалось достаточно быстро для их срока стабилизировать. Для малышей создали все условия, близкое к утробе матери. А это в первую очередь согревание. Кроме того, важным является питание маминым молоком и докармливание специализированной смесью. Уже с момента рождения девочкам была оказана такая щадящая реанимационная помощь. То есть стабилизация дыхания, введение курасурсов, все это проходило неинвазивным способом, что сохранило наши легкие у девочек. И в дальнейшем также поддерживалась неинвазивная вентиляция легких. Узнав о беременности дочери тройняшками, Ивана Николаевна очень переживала о здоровье своей дочери. А когда родились тройняшки, уже о здоровье внучек. Но все обошлось, и сегодня счастливая бабушка впервые встретилась с малышами. Новость о тройняшках не стала сильной неожиданностью для нее, так как в роду уже есть двойняшки. Зять у нас сам близнецы с братьями, а у мамы моей были тоже сестры-близнецы. Может, это сыграло очень большую роль. Генетика, да. Семья Авдышевых из Алайховского района. Муж и жена – работники улусного филиала ГУП ЖКХ. Семья решила остаться в Якутске, так как за недоношенными малышами все равно нужен профессиональный и тем более медицинский присмотр. В Министерстве труда и соцразвития уже готовят одну из главных мер социальной поддержки для тройняшек – это улучшение жилищных условий. Вот сегодня нашей семье также будет предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий. Сегодня все уже расчеты подготовлены, готовятся необходимые нормативные документы и, соответственно, в ближайшее время эта социальная выплата будет направлена. В перинатальном центре это 3-я торжественная выписка тройни, родившихся в конце прошлого года. Благодаря профессиональным врачам, хорошему уходу медицинских сестер, тройное счастье Авдышевых наконец-то будет дома. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Далее о спорте. Республиканский турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов спорта провели в Алдане. В ежегодных соревнованиях приняли участие команды из Якутска, Нерюнгри и Алдана. В этом году турнир, посвященный памяти хоккеиста и тренера Андрея Герасимова, прошел в 11-й раз. Соревнования инициирует сын спортсмена, президент Федерации детско-юношеского футбола, флорбола и хоккея Никита Герасимов. В период активной работы Андрей Герасимов привлек в Алдан элиту хоккейного спорта, а некоторые его воспитанники сегодня выступают в лигах страны. В советские годы хоккей с шайбой в Алдане был массовым. В постперестроечное время его популярность ослабла. Ожидается, что с появлением ледовой арены этот вид спорта привлечет молодежь. Мы можем принимать уже в большом количестве команд. Также сможем устраивать и турниры не только ветеранские, не только взрослые, но еще и детские, юношеские. Думаю, что этот ледовый дворец действительно даст нам большой толчок в развитии хоккея в Алданском районе. И не только в Алдане, и в Республике Саха-Якутия. Чемпионат республики по мини-футболу стал самым зрелищным и волнительным событием в Ленске. Трибуны спортивного зала «Карат» взрывались то бурными аплодисментами и радостными криками, то возгласами разочарования. Накануне в финальной игре встретились сильнейшие соперники – сборная Ленского и Усть-Алданского районов. Кто стал чемпионом, знает Анна Кожевникова. То, что ленская сборная выйдет вперед, сомнений ни у кого не вызывало. Самым горячим матчем стал финальный. Первый тайм прошел в жесткой атаке с обоих сторон, но на табло счет остался 0-0. Очень сильно болею. Как не болеть-то? Наш город, наш Ленский район, надо выиграть, побеждать. Ну, молодцы, пацаны, что? Тяжеловато, конечно. Но в остальном вообще прекрасно, молодцы. Нужен гол. Будет гол, будет победа. Финальная игра, пожалуй, самая напряженная. На поле две сильнейшие команды Ленского и Усть-Алданского района. Первых 2 гола забили команда гостей, после чего хозяева поля
Подмосковья решили взять реванш и практически один за другим забили 3 гола. Авторами голов стали Владимир Потапов, капитан команды Вадим Юшинов, и победный 3-й гол забил Олег Кислица. Устюгданцам не помогло и то, что они сняли вратаря перед окончанием матча. Конечно, радостно, положительно все. Чемпионат домашний, родные стены помогли, болельщики помогли. Думаю, на высоком уровне провели чемпионат республики в Ленске. Только положительные эмоции. Болельщики от этой игры на грани были в восторге. Сказать, что напряженно, это вообще ничего, по-моему, не сказать. Игра была очень сильная, насыщенная игра была. Два очень серьезных соперника встретились сегодня на этой площадке. И это было видно по игре. Те, ну как бы сказать, недочеты, которые были в первом периоде, я думаю, что сумела собраться наша команда, сумела сорганизоваться, маленько перестроили свою игру и пришли поэтому к победе. Итак, победный Олимп возглавила Ленская сборная. 2-е место устюгданцы, а 3-я команда Северо-Восточного федерального университета. Денежные сертификаты в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей были приятным бонусом. Денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Ну, это впервые в чемпионатах республики такое. Ну, приятно. Помимо этого, кубки и денежные сертификаты в размере 20 тысяч рублей получили лучшие футболисты. Лучшим игроком признан Вадим Юшинов, капитан Ленской сборной. Лучшим нападающим Вячеслав Ярославцев из Миринского района. Лучшим защитником Юлустан Пестеряков, Устюгданская сборная. Лучшим вратарем назван Василий Лыткин из Устюгдана. А лучшим бомбардировщиком ленчанин Владимир Потапов, который забил 14 голов в этом чемпионате. В целом все прошло на высоком организационном уровне, за что хочется выразить благодарность Ленскому району, спорткомитету Ленского района. Команды, 9 команд приехало. В принципе, уровень команд примерно одинаковый, что подтверждается напряженными матчами. Практически во всех матчах игра шла до последней секунды. Также было разыграно 6 путевок на Игры народов республики, которые пройдут в Барагонцах в июле. Туда поедут сборные Ленского, Устюгданского, Мирнинского, Мегино-Кангаласского районов, города Якутска и Северо-Восточного федерального университета. Ну а мы пожелаем всем удачи. А болеть, конечно, будем за Ленскую сборную. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Далее смотрите рубрику «Между тем» с Дмитрием Аргуновым. В эфире программа «Между тем» и я, журналист Дмитрий Аргунов. Здравствуйте. В условиях санкций, коим, по идее, за почти что десятилетие мы могли в какой-то мере привыкнуть, самым значимым для нас стали изменения в банковской и финансовой сфере. Да, санкционные банки отключили от SWIFT. Да, невозможно использовать Apple и Google Pay. Да, некоторые и, возможно, ключевые системы платежей наложили ограничения на всех, без исключения россиян. Но SWIFT – это, по сути, текстовая платежка, используемая в мировой банковской системе. В России уже своя внутренняя система расчетов, аналог SWIFT, и, как говорят эксперты, функционирующая уже довольно давно. Так что внутри страны это проблем не вызовет. Еще одно «но». Все карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России, как и прежде. За границей, да, временно нет. До каких пор? Это уже вопрос другого уровня. Можно спокойно снимать наличные в банкомате, расплачиваться картой в магазине, делать переводы с карты на карту. Но расплатиться за покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать карты за рубежом не получится. Таков вот гуманный Запад. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуют снять наличные для оплаты, скажем так, по старинке. А еще можно завести карту МИР. Ее принимают в 11 странах, в том числе в Турции, на Кипре, во Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Для поездок за рубеж можно использовать кобейджинговые карты МИР. Они будут работать более чем в 100 странах мира.
Согласитесь, в бухгалтерии почти каждого работодателя настаивали в течение последних лет на выпуске, по крайней мере, зарплатных и социальных карт МИР. Прогноз подобных дел и без различных теорий заговоров был уже после 2014 года. И только слепой это не увидит. Тоже безопасность. И, к слову, многое достигнуто. Почти все социальные выплаты осуществляются только на карты МИР, недоступные для санкций. Для переводов за рубеж можно открыть карту UnionPay. Да, платно, но это же не российская система, согласитесь. Или использовать системы перевода Western Union и Золотую Корону. Также сделать перевод возможно по счетам тех банков, которые не отключили от SWIFT. Альтернативный способ – найти родственника или знакомого в нейтральной стране, не объявившей России санкции, и через них попытаться перевести деньги. Отправлять со своих счетов разрешено до $5000 в месяц. Ограничение введено для того, чтобы валюта оставалась в стране и ее отток не оказывал дополнительного давления на курс рубля. Сколько это может продлиться? А сколько мы прожили с вами лет в России после введения первой волны санкций? Это между тем.